Дитя мое, в твоей жизни будет препятствие, которого не может избежать ни один человек в этом мире, но если ты очень веришь в меня, то я могу сказать тебе и решение этого препятствия. Если ты проигнорируешь мое послание, отдашь или не прочитаешь его полностью, а когда тебя прервут, то ты придешь послушать это послание, тогда будет уже поздно, поэтому слушай это послание внимательно и спокойно. Это не шутка и не ложь, и если ты не веришь, то оставь это послание и начинай заниматься своими мирскими делами, и через 48 часов ты поверишь в себя. И если вы верите в себя, и если вы, мое дорогое дитя, внимательно слушаете это мое сегодняшнее послание, вы чувствуете, что оно повторяется снова и снова, но вы должны слушать. Помните, что это решение проблемы, которая вот-вот произойдет с вами. Ибо я говорю вам сегодня. Напечатайте «Я слушаю», если вы слушаете меня сейчас, дитя мое. Я говорю вам сегодня, что я слышал ваши молитвы, я видел ваши слезы, вы страдаете. Я знаю, через что вы проходите. Я был там, я пережил все это. Вы можете навести мосты взаимопонимания между людьми, имеющими разные убеждения, культуру или происхождение. Я понимаю, потому что я видел людей, которые потеряли работу или пострадали от чьих-то действий, и я знаю, как это может быть неприятно. Разочарование может быть тогда, когда люди ведут себя так, будто все всегда происходит по их вине, и они никогда не делают ничего плохого. Ты стал старше, и теперь я называю тебя своим сыном. Ты не должен бояться смерти, тебе не нужно бояться жизни или мира, ведь они не могут причинить тебе вреда, как в этом виде. Ты веришь в Бога, верь и в меня. Напечатайте «Я верю». Мир скоро исчезнет, люди умирают каждый день, и не надо бояться, что твое тело станет объектом насмешек, ведь оно уже мертво и погребено в земле. Настоящий ужас в том, что твоя душа может однажды умереть, оставив твой дух вечно скитаться по земле в поисках счастья, но так и не найти его. Какая ужасная мысль – родиться в этот мир, чтобы снова умереть в нем, вечно скитаться с места на место, не зная, где ты и чего хочешь. Но Бог дал нам лучшую надежду. Он послал в мир своего Сына, чтобы Тот стал нашим носителем греха, раз и навсегда заплатив за наши грехи, чтобы мы могли обрести вечную жизнь с Ним на небесах. Возлюбленное дитя, я всегда с тобой, направляю и защищаю тебя на каждом шагу твоего пути, доверяй мне и верь в мой план для твоей жизни, даже среди трудностей и неопределенности знай, что я все делаю для твоего блага. Обращайтесь к моей мудрости и слушайте тихий, маленький, нежный голос внутри вас. Я говорю с вами через вашу интуицию и знаки, которые я расставляю на вашем пути. Будьте открыты для получения моих посланий, ибо я всегда общаюсь с вами. Не бойтесь, ибо я – ваша сила и ваше убежище. Когда вы чувствуете себя слабыми и подавленными, придите ко мне и найдите покой в моем присутствии. Я – источник вашего покоя и утешения. Напечатайте «Я хочу Тебя, Господи», и я встречу вас на вашем пути прямо сейчас. Доверьтесь моей силе, которая пронесет вас через любую бурю, отдайте свои заботы и бремена в мои руки, и я дам вам силы, в которых вы нуждаетесь. Помните, что я выше любых испытаний,
с которыми вы можете столкнуться. Отпустите страх и примите мою любовь, ибо я всегда рядом с вами. Знайте, что вас очень любят и дорожат вами. Я создал вас с определенной целью, и ваша жизнь имеет смысл. Примите свою уникальность и дары, которыми я наделил вас, и используйте их, чтобы нести свет и радость в окружающий мир. Ваша жизнь – это прекрасный гобелен, сотканный из нитей любви, сострадания и доброты. Распространяйте эти качества повсюду, где бы вы ни находились, и вы прикоснетесь к жизни других людей глубоким образом. Помните, что вы являетесь продолжением моей любви в этом мире. Время отдыхать и находить утешение в моем присутствии. В спешке жизни легко перегрузиться и потерять из виду то, что действительно важно. Остановитесь и поразмышляйте над красотой творения, ибо оно является отражением моей любви к вам. Найдите моменты неподвижности и благодарности, позволив своему сердцу наполниться благоговением и удивлением. В моменты неподвижности вы обретите обновление и ясность. Напечатайте «Обнови меня, Господи», и почувствуйте, как в вас всколыхнется Святой Дух. Стремитесь к равновесию во всех сферах своей жизни, и пусть вашими поступками руководят любовь и сострадание. Не недооценивайте силу своих молитв. Ваши слова способны сдвинуть горы и привести к чудесному преображению. Откройте мне свое сердце, ибо я всегда слушаю вас. Верьте, что я слышу каждую просьбу, каждый крик и каждый шепот. Если ответы приходят не сразу, знайте, что я работаю за кулисами, выстраивая обстоятельства в соответствии с моим божественным планом. Ваши молитвы никогда не бывают напрасными, ибо я верен и отвечу так, как будет лучше для вас. Продолжайте молиться и непоколебимо верьте в мою любовь к вам. Бог говорит, что я здесь с вами сегодня и всегда. Я хочу, чтобы вы знали, вы никогда не останетесь одни, ибо я ваш постоянный спутник. Я вижу, с какими трудностями и проблемами вы сталкиваетесь, и хочу заверить вас, что я веду вас по каждому шагу. Доверьтесь мне, обопритесь на меня и найдите утешение в моей любви. Вместе мы преодолеем любое препятствие, которое встанет на вашем пути. Верьте и знайте, что я всегда прислушиваюсь к вашим молитвам. Напечатайте «Я верю». Я хочу, чтобы вы наслаждались настоящим моментом. Жизнь – это прекрасное путешествие, и я не зря поместил вас в это конкретное время и пространство. Находите радость в мелочах и цените красоту, которая вас окружает. Цените отношения, которые у вас есть. Помните, что каждый опыт – это урок и возможность для роста. Откройте свое сердце чудесам жизни, и вы увидите, какие чудеса вас ожидают. Не позволяйте страху парализовать или остановить вас. Я дал вам силу и мужество, чтобы справиться с любой возникшей ситуацией. Верьте в свои силы, ведь я дал вам все необходимое для успеха. Выходите из зоны комфорта, осуществляйте свои мечты и оказывайте положительное влияние на мир. Помните, что я ваш самый большой сторонник, и я верю в вас больше, чем вы можете себе представить. С уверенностью в себе вы увидите,
на какие удивительные вещи вы способны. Я хочу, чтобы вы проявляли любовь и доброту к окружающим вас людям в мире, который иногда может быть сложным. Ваше сострадание может стать маяком надежды. Протяните руку помощи тем, кто нуждается в ней, и выслушайте их. Ваше проявление любви способно изменить жизнь и оказать на нее неизгладимое влияние. Помните, что каждый, кого вы встречаете, борется со своими проблемами, поэтому относитесь к ним с милосердием и понимайте это. Поставьте лайк этому сообщению и помогите ему дойти до большего числа людей, преобразить их жизнь, как она преобразила вашу. Светите своим светом и наблюдайте, как любовь распространяется, как лесной пожар, мое драгоценное дитя. Найдите время, чтобы напитать свою душу и обрести покой в моем присутствии среди суеты жизни. Очень важно уделять первостепенное внимание заботе о себе и искать моменты уединения. Успокойте свой разум, прислушайтесь к шепоту своего сердца и соединитесь со мной в молитве или медитации. В эти минуты неподвижности вы обретете ясность, омоложение и глубокое чувство покоя. Помните, что я всегда рядом с вами и готов дать вам утешение и успокоение, когда вы этого захотите. Я хочу напомнить вам, что я рядом с вами на каждом шагу. Я вижу вашу борьбу, ваши сомнения и страхи, но я хочу, чтобы вы верили в меня. Верьте в то, что у меня есть план для вашей жизни, даже если все кажется неопределенным. Верьте, что я работаю за кулисами, организуя события для вашего конечного блага. Помните, что надежда – это не просто принятие желаемого за действительное, это уверенное ожидание. Я хочу, чтобы вы не теряли надежды даже в сложных обстоятельствах. Надейтесь, что впереди вас ждут лучшие дни, что ваши молитвы услышаны и что я активно работаю над тем, чтобы добиться для вас наилучших результатов. Но я также хочу, чтобы вы были реалистами. Жизнь не всегда бывает легкой, и на вашем пути будут встречаться трудности. Я не обещал вам жизнь без трудностей, но я обещал быть вашей силой и вашим проводником во время этих трудностей. Напечатайте «Я верю» и знайте, что я допускаю тяжелые времена, чтобы в славе и победе показать вам, что я ваш Бог. Поймите, что трудности и неудачи – это возможность для роста и развития характера. Примите их как возможность опереться на меня и приблизиться к моему любящему присутствию в этом путешествии, называемом жизнью. Помните, что прежде всего нужно искать меня, искать мою мудрость, мое руководство и мой мир. Я всегда готов услышать ваши молитвы, утешить в трудную минуту и предложить решение, когда вы чувствуете себя потерянным. Верьте, что я иду рядом с вами и направляю вас в нужную сторону. Итак, дитя мое, будь верным, надеющимся и реалистичным. Сохраняй веру в меня, питай надежду в своем сердце и встречай реалии жизни с мужеством и стойкостью. Ты никогда не будешь одинок, ибо я всегда с тобой. Мир больше не принадлежит нам, мы не в нем. Мы знаем, что если мы будем исполнять заповеди Божьи, то Он наставит нас на путь истинный и поможет нам жить в мире. Он покажет нам, как мы можем видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, чтобы наше сердце всегда было таким. Я свет мира.
Кто последует за мной, тот никогда не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Именно так Бог хочет, чтобы мы жили, уподобляясь Ему, принимая Его природу, чтобы мы всегда могли любить друг друга так, как Он любит нас. Я – Бог мира. В этом мире у меня будет народ, который будет мирным и не будет обижать друг друга. Это люди моего царства. Введите свое имя и имя своей семьи и знайте, что вы – часть моего народа. Царство Божье находится внутри них. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Царство Божье – это не просто место, где живут люди, это то, что там происходит. Оно означает, что Бог присутствует в каждой части нашей жизни. Мы все приглашены в это царство. Мы все приглашены стать его частью или покинуть его навсегда. Бог создал вас не для того, чтобы вы были обычным человеком. Бог создал вас особенным и уникальным, с целью и миссией в жизни. У каждого из нас есть цель и миссия в жизни, и очень важно, чтобы мы были полностью вовлечены в работу, которую Он поручил нам выполнять. Любовь Бога к каждому из нас безмерна. Он послал в мир Своего единственного Сына, чтобы мы могли обрести через Него вечную жизнь. Иисус умер за нас, чтобы мы могли жить через Него. Он был похоронен и воскрес через 3 дня. Это было сделано потому, что Он глубоко любит нас. Даже когда мы были в самом низу, Он спустился с небес, чтобы спасти нас от наших грехов. Он обещал никогда не оставлять нас и не покидать, всегда быть с нами, направлять и защищать нас. Бог сообщает каждому из нас, индивидуально и коллективно, что Он любит нас без всяких условий и что мы никогда не будем одиноки в этом мире. Он назвал себя светом мира, предлагающим выход из тьмы. Он призывает нас стремиться к совершенству, продавать свое имущество и помогать нуждающимся, следовать за Ним по Его пути. Однако Он также предупреждает нас о том, что важно не просто слушать, а исполнять Его заповеди и учения. Он хочет, чтобы мы были не только слушателями, но и исполнителями Его слов. Он обещает показать нам царство Своего Отца, где мы будем не просто слугами, а сыновьями. Имеющие уши должны внимать тому, что Дух говорит церквям. Неслышащие уже осуждены, ибо не видели истины. Когда Иисус закончил говорить эти слова, Он поднял глаза к небу и благословил. Он сказал ученикам, что с ними будет мир, и как Отец послал Его, так Он пошлет и их. После этого Он дыхнул на них, наполнив их новой целью и силой. Бог напоминает нам, что Он создал каждого из нас с определенной целью и хочет, чтобы мы жили в соответствии с этой целью. Проблема напряженной жизни заключается в том, что мы часто больше сосредотачиваемся на работе, чем на отдыхе. Мы должны перестать пытаться делать слишком много, а вместо этого хорошо выполнять те задачи, которые мы решили решить. Он призывает нас доверять Его плану для нашей жизни, быть верными, честными и любящими. Мы должны заботиться о тех, кто нуждается в помощи, делиться своей верой и жить жизнью, которая приносит пользу. Бог хочет, чтобы наша жизнь была полна радости и любви,
но мы должны быть готовы принять это и позволить Ему направлять наши обстоятельства. Вера очень важна, так как без нее невозможно угодить Богу. Иисус, Сын Божий и Сын Человеческий, столкнулся с искушениями и грехами, чтобы освободить нас. Поэтому мы должны развивать свою веру, чтобы угодить Богу и справиться с жизненными трудностями. Подводя итог, можно сказать, что Бог создал нас уникальными и особенными, с конкретной целью и миссией. Его любовь к нам глубока, и Он хочет, чтобы мы жили в соответствии с Его учением. Мы должны верить, доверять Его плану и жить так, чтобы изменить жизнь к лучшему. Поэтому, если вы хотите идти по этому пути и жить с Ним вечно, необходимо иметь веру в Него. Если у вас нет такой веры, то как вы можете следовать этим путем? Во-вторых, без веры в Господа Иисуса Христа мы не можем получить ни прощения грехов, ни вечной жизни. Веруя в то, что Иисус Христос умер за наши грехи на кресте и воскрес из мертвых, мы находим путь к прощению и спасению. Нет другого пути, кроме как через Его смерть и воскресение. Мои возлюбленные, когда мы подходим к концу этого видеофильма, я хочу, чтобы вы кое-что запомнили. На протяжении всего этого путешествия я напрямую общался с вами. Я шептал в ваше сердце послания любви, наставления и надежды. Я видел вашу борьбу, ваши победы и все, что было между ними. Находясь в раздумьях, помните, что вы никогда не остаетесь одни. Я всегда здесь сопровождаю вас. Мои слова подобны легкому дуновению ветерка, способному поднять ваш дух и укрепить веру. Откройте свое сердце, чтобы принять мою мудрость, и примите чудеса, которые ждут вас. Помни, дитя мое, ты – уникальное творение, предназначенное для величия. Доверься моему плану, обопрись на мою силу и никогда не забывай, что ты обладаешь способностью изменить этот мир к лучшему. Идите вперед, и пусть ваш свет сияет, ибо я всегда рядом с вами. Подпишитесь на канал Дом Божий и активируйте маленький колокольчик, чтобы получать все мои сообщения и слова, чтобы я мог помочь вам. Напечатайте «Аминь» прямо сейчас и знайте, что я с вами.